Саидбек Сатуров, заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и вирусологии Таджикского государственного медицинского университета имени Абали ибн Сино. Коронавирусная инфекция стала актуальной проблемой современной медицины и современного мира. Как мы знаем, последние 3-4 месяца вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, находятся в центре внимания не только медицинских работников, но и правительств всех стран мира. Соответственно, возникает вопрос, с чем это связано. Это связано с тем, что действительно этот новый вид коронавируса. Как мы все знаем об этом, что в процессе эволюции в природе образовались достаточно большое количество разных видов коронавирусов. На сегодня известно более 40 видов коронавирусов, которые вызывают различные инфекции, различные заболевания легкой клинической формы у домашних животных, у диких животных, у птиц и так далее. И, соответственно, возникает вопрос, как образовался новый вид. Относительно образования нового вида существует достаточно много различных версий. Научно, можно сказать, обоснованная версия – это образование нового штамма коронавируса в результате генетического обмена между двумя разными видами. Между штамм коронавируса, который циркулирует в организме некоторых летучих мышей, а также некоторых видов змей. И в результате этого, значит, два коронавируса попали в одну клетку, живую клетку. Между этими штаммами произошло генетическая, значит, рекомбинация, обмен генетическими материалами, образовался новый штамм, который до этого не был знаком нашему организму человека, и, соответственно, в организме не было иммунитета, и поэтому данная болезнь протекает так тяжело и, к сожалению, очень часто бывает с различными тяжелыми последствиями. Здесь возникает вопрос, какой основной причина смертности, которая встречается в других странах, где данная болезнь очень широко распространена. Основной причиной смертности – развитие пневмонии у людей, которые заразились или инфицировались коронавирусом. И, соответственно, возникает вопрос, какие бывают пневмония, которая развивается при коронавирусной инфекции, чем отличается от других пневмоний, другой природы, другого этиологического агента или бактериальной природы. То есть, одним словом, бывает пневмония бактериальной природы, в частности, которая вызывает всем нам известные стафилококки, стрептококки или пневмококки, а также есть в некоторых случаях развивается вирусная пневмония. Вирусная пневмония встречается, например, при гриппе. В редких случаях у больных, которые заболели гриппом, у них тоже развивается пневмония. Но у них пневмония обычно не то, что связана с вирусом гриппа, это связано в результате, опять же, присоединения вторичной инфекции, называется, присоединения бактерий или стафилококков или стрептококков. И в таких случаях они легко поддаются лечению и выздоравливаются. Но в то же время, как мы уже отметили, встречается пневмония как осложнение при коронавирусной инфекции. И чем это отличается? Отличается тем, что при пневмонии коронавирусной природы или коронавирусного происхождения, такая пневмония выраженно отличается от коронавирусов, которые вызываются стафилококками, стрептококками или другими видами бактериями. Чем? Во-первых, при коронавирусной инфекции не всегда бывает влажный кашель. Не всегда у таковых встречается выделение мокроты. Это основные признаки, отличительные особенности пневмонии, которые встречаются как осложнение при коронавирусной инфекции. Последние дни идет очень такой активно в обществе обсуждается 2-3 случая смерти или летального исхода наших граждан, то есть граждан нашей республики. И как мы знаем, значит, представители Министерства здравоохранения нашей республики дали ответ и разъяснение к этому. И в основном считали, что все те данные, которые имеются у специалистов, инфекционистов и других специалистов, которые работают в этом направлении, скорее всего, это у нас пневмония бактериальной природы, или стафилококкового характера,
или стрептококкового характера. Так как у наших больных, те, которые, к сожалению, привело к летальным исходам, в основном были, значит, и высокая температура, с другой стороны, влажный кашель, а также выделение мокроты, что не очень характерно для коронавирусной пневмонии.